Как сегодня обстоит дело в районе с обеспечением населения мясной продукцией? С этим вопросом мы обратились к начальнику районной ветеринарной станции Азамату Рахманову. Ветеринарная служба продолжает оказывать услуги сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются производством сельхозпродукции. Это мясо, молоко, мед и так далее. То есть в районе имеется 3 убойных пункта, которые работают, продолжают свою работу, как обычно. То есть ветеринарная санитарная экспертиза проводится в полном объеме, своевременно. Ветеринарно-сопроводительные документы выдаются без задержки. То есть скот забивается на убойных пунктах, и мясо поступает на рынки района, городов республики. Перебоев с мясной продукцией не должно быть. Именно сейчас начинается сезон разведения бройлеров, уток, гусей и так далее. К счастью, и в торговле домашней птицей не произошло особых изменений. Предприниматели и предприятия, которые занимаются реализацией домашней птицы живой, обязаны работать, как и прежде, при условии исполнения ветеринарного законодательства. То есть для реализации они должны иметь при себе на птицу ветеринарно-сопроводительные документы. Во-первых. Во-вторых, реализация птицы допускается только в специально отведенных местах. То есть у нас село Верхнее Аркеево – это рынок, новый рынок. Также предприниматели могут работать, реализовывать домашнюю птицу по заказам, по телефону. Предприниматели, которые не имеют ветеринарно-сопроводительных документов на эту птицу, не имеют права реализовывать, а тем более разъезжать с этой птицей по населенным пунктам, тем самым создавая угрозу заноса болезней, которым болеют не только птицы, но и человек. Что же касается режима работы, собственно, ветеринарных работников, конечно же, есть некоторые изменения. Хотя работа с частным сектором и сельхозпредприятиями на местах экстренными случаями ведется в обычном режиме. Плановые профилактические, противоэпизоотические мероприятия временно приостановлены до 5 числа в населенных пунктах. То есть прививки, исследования диагностические, взятие крови до 5 числа приостановлены. Но при этом ветеринарные врачи, заведующие участками, продолжают оказывать услуги населению. То есть, если животное заболело, население или сельхозпредприятие обращаются к врачам, и врачи оказывают услуги по помощи. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».